За мусорной реформой можно следить по-разному. Башкирский государственный аграрный университет и Общероссийский народный фронт в Республике Башкортостан решили провести эксперимент, чтобы выяснить, можно ли платить меньше за вывоз мусора. Особенно детально прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Мурат Шафиков, модератор тематической площадки «Экология ОНФ в Башкортостане». Мурат, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Ждем подробностей, когда начался эксперимент, что уже удалось выяснить и какие города для того, чтобы провести этот опыт, вы выбрали? Ну, начали мы со Стерлитамака, потому что Стерлитамак обладает такой разветвленной и развитой инфраструктурой по раздельному накоплению, по приему, по заготовке вторсырья. Есть там и замечательный сортировочный комплекс, который, в принципе, пошел нам навстречу, предоставил нам отдельный мусоровоз, чтобы мы могли изучить морфологический состав того мусора, который мы выкидываем. Это была взята площадка многоквартирного дома, так называемый МКД, и одну площадку контейнерную мы взяли из частного сектора, то есть индивидуальные жилые строения. Изучили и пришли к выводу, что на самом деле мы с вами ежедневно выбрасываем в контейнер, в том числе и вторичные материальные ресурсы, которые обладают ценностью. Поэтому по скромным подсчетам в одном контейнере мы насчитали где-то порядка 170-150 рублей, то есть вторсырье, которое мы туда выбрасываем. Поэтому я думаю, что если мы изначально будем это все извлекать и сдавать на те пункты заготовки вторсырья, в принципе, мы можем уменьшить эти объемы и платить меньше. Сейчас как раз в республике идет программа по корректировке, по актуализации норм накопления. Как раз очень долго выбирали подрядчика, по-моему, больше года, полтора. Мы не могли найти, кто же возьмется за эту работу, потому что те нормы накопления, которые были приняты постановлением правительства до начала мусорной реформы, то есть до 1 января 2019 года, на наш взгляд, были несправедливыми для большинства жителей республики. Мы, в том числе, пользуясь СМИ, вашими способностями, так скажем, обращались и к главе республики, достучались, и эти нормы накопления были урезаны, и сейчас как раз происходит та работа по актуализации, чтобы мы платили именно за тот объем, который у нас накапливается. Ну, этот эксперимент продлится 4 сезона, как вы отмечаете, да? Да, по методике, да, замеры должны происходить в 4 сезона года, то есть лето, осень, зима, весна. Сейчас у нас третий этап, да. В конечном итоге мы должны вывести такую среднюю величину, та норма накопления, которая приходится ежегодно на одного нашего жителя республики, чтобы мы потом, исходя из этого, уже это будет основой, из которой будет вытекать тот платеж за услугу по обращению с ТКО. Если взять Уфу, конечно, по Уфе нормы, уровень жизни здесь гораздо выше, чем в других муниципалитетах республики, поэтому я думаю, что здесь нормы накопления вполне возможно, что будет выше, чем в других муниципалитетах, поэтому и платить жители Уфы будут немножко дороже, но в принципе сейчас они платят дешевле, чем в остальной республике. Если жители Уфы платят 75-76 рублей за человека, то вся остальная республика платит 95-96, поэтому я думаю, что здесь нужно прийти к такой некой справедливости, потому что возникают большие споры, потому что зона деятельности спецавтохозяйства – это Уфа и близлежащие районы, плюс еще территория республики. Там установлен такой средневзвешенный платеж, то есть тариф 75 рублей с человека, и те особенно пограничные села, где, допустим, соседние села, одно относится к одному зону деятельности рекоператора, это к другому, и в 20 рублей разница, конечно, вызывает вопросы, да, вроде бы как в одной местности живут, а платят абсолютно разные величины. И, конечно, вот для жителей Уфы как раз мы добились, что будет дифференциация. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта дифференциация была глубже, да, чтобы у нас, допустим, населенные пункты там, до 100 тысяч населения, там, до 50, то есть у всех были нормы накопления разные, потому что, как правило, чем меньше населенный пункт, тем уровень жизни меньше, там, допустим, того же в некоторых мелких селах даже и магазина-то своего нету, поэтому, соответственно, уровень образования отходов там совсем другой. Поэтому здесь вот мы выделили Уфу именно в отдельно будет здесь установлена норма накопления именно для жителей Уфы. Вы уже отметили, что мусорная реформа началась с 1 января 2019 года. Сегодня, 2021 год. Вот как мы прошли этот путь, что мы имеем?
Ну, на начало мусорной реформы у нас очень было сложно. То есть у нас 70% сельского населения не было охвачено услугой по вывозу отходов. Для многих это стало как бы таким новшеством, да, новым. Какие угрозы это несло с точки зрения безопасности? Самое главное была собираемость платежей и, конечно, обустройство тех контейнерных площадок. За эти 2 года Но это санитарная безопасность для жителей этих населенных пунктов. За эти 2 года мы, благодаря правительству республики, благодаря там субсидиям, муниципалитетам, все обустроили. Практически 99% у нас сельских населенных пунктов уже мусоровозы заезжают, то есть услугу они получают. То есть инфраструктура уже создана? Да, по сбору и вывозу создано. Ну, практически. Потому что есть еще села, где труднодоступные места, конечно, есть определенные пробелы. Здесь 100% очень сложно обеспечить вывозом. Ну и второй вопрос, это до сих пор мы еще не до конца, так скажем, урегулированы, это периодичность. Да, не во все села можно там раз в 3 дня заезжать, поэтому бывают такие пробелы. Но сейчас активно идет цифровизация, мы видим, все контейнерные площадки оцифрованы, все мусоровозы находятся в системе ГЛОНАСС, то есть можем обслеживать, и я думаю, что это плавно, постепенно мы уже будем конкретно видеть, с какой площадки, куда поехал наш мусор, и в онлайн-режиме можем наблюдать. Такие системы, они уже начинают работать, и я думаю, что в ближайшее время, наверное, Министерство экологии продемонстрирует, как можно смотреть за своим мусором, да, куда он пошел, где он переработался, и что из него потом в конечном итоге вышло, или куда он там захоронен. Какие плюсы и минусы вы видите цифровизации? Ну, как раз основная суть мусорной реформы, да, ее посыл был, чтобы сделать эту отрасль чистой и прозрачной. И вот как раз цифровизация позволяет сделать ту прозрачность, то есть чтобы мы видели и понимали, сколько у нас накапливается, сколько мы за это платим и за что мы платим. Есть определенные у нас вопросы, как раз мы и говорили об этом еще, наверное, в сентябре прошлого года, как раз в вашей студии по поводу повышения платы, да, мы очень много спорили. К сожалению, мы не смогли долго удерживать аппетиты наших рекооператоров, и у нас до сих пор вопрос по транспортировке остался, потому что в тарифе это 70%, это транспортные издержки, которые очень трудно посчитать, и цифровизация как раз и должна нам показать. Мы сейчас по прошлому году вполне возможно, что, по предыдущему периоду, когда у нас полный год будет, мы будем видеть, какой мусоровоз сколько километров наездил. Исходя из этого, я думаю, что транспортная составляющая будет пересмотрена, оптимизирована, самое главное. И, возможно, это позволит нам в какой-то степени снизить тариф. Очень я в этом сомневаюсь. И самое главное, не дать ему расти. Одна из целей мусорной реформы была также экологическое воспитание, да, чтобы у нас с самого детства наши земляки, и вообще жители всей страны имели понимание, что как правильно, а как неправильно относиться с мусором. Вот как вы считаете, начался ли перелом стереотипов? Чем больше мы показываем такие передачи в СМИ, чем больше мы об этом говорим, тем больше у людей приходит понимание. Если изначально, допустим, для многих мусор, да, движение мусора там начиналось в мусорном ведре и заканчивалось мусорной контейнерной площадкой, там кто-то ее называет помойкой, это как принято, да. Теперь уже люди понимают, что мусор дальше должен куда-то поехать, где-то он должен обработаться, и потом он в конечном итоге должен хвосты, те, которые неперерабатываемые, так скажем, фракции, должны будут захоронены на полигонах. У нас и по полигонам тоже есть вопросы. Конечно, мы от захоронения 100% мы не уйдем. У нас есть проблемы, и Счетная палата Российской Федерации это озвучила, что большинство регионов, довольно-таки критично скоро станет ситуация именно с наполняемостью мусорных полигонов. И вот здесь как раз проблема переработки мусора. Какая картина здесь, что видит ОНФ? Мы видим, чтобы нам сократить количество захораниваемого мусора, надо, конечно, раздельно собирать. Да, и почему мы сейчас поддерживаем актуализацию норм накопления. И сейчас у нас по данным Минэкологии, по-моему, 70% жителей республики, то есть у них есть в шаговой доступности те элементы раздельного сбора отходов. То есть есть какие-то контейнеры, куда можно сдать, приемные пункты. И, в принципе, если мы как можно больше будем вовлекать в эту деятельность наших граждан, соответственно, у нас накопление будет меньше. Да? Если мы регулярно будем пересматривать нормы накопления, вполне возможно, что мы сможем добиться снижения тарифа. Но в процентном соотношении насколько?
Есть очень хорошие кейсы, это Самара, Севастополь, Нижний Новгород, где жители одного дома, у которых есть своя собственная контейнерная площадка, смогли добиться экономии в 2 раза. Мы об этом говорили еще, наверное, в 2020 году. Хотели провести, пытались эксперимент завести в Стерлитамаке, почему мы опять туда и вернулись. Там предприниматели, как раз работающие в сфере обращения с отходами, были готовы за свои деньги это все реализовать, обустроить несколько контейнерных площадок именно в рамках там одного ТСЖ, чтобы туда не попадали отходы от других домов, чтобы можно было пересмотреть нормы накопления. И вот опять возвращаясь к тем кейсам, Севастополь прекрасный кейс, экономит в 2 раза. 2 раза, то есть у них, если стояло 2 бака, то они перешли на 1 бак. Все остальное у них в то же сырье расфасовывается. Насколько это реально здесь у нас? У нас буквально остается там минутка. Насколько реально это хотя бы поэкспериментировать здесь, в Башкортостане? Видите ли вы перспективу? Перспективу вижу. В Севастополе региональный оператор – это муниципальное предприятие, да, то есть государство, ГУП. То есть, а у нас рекоператоры в частных руках, и им не совсем интересны эти эксперименты. Им бы как бы чем дольше мы это откладываем, тем больше они денег с нас собирают, поэтому любая экономия для рекоператора, немножечко несовместима. Но и жители тоже могут принимать решения, чтобы... Да, конечно. Чтобы делать тариф ниже. Спасибо большое вам, Мурат, что вы пришли сегодня и рассказали о том, как прошла к сегодняшнему моменту мусорная реформа. Спасибо. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был модератор тематической площадки «Экология» Общероссийского народного фонда в Республике Башкортостан Мурат Шафиков. И мы говорили о вывозе мусора. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с БСТ.